Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Более 40% всех преступлений в республике ежегодно совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Влияет ли состояние опьянения на вину и тяжесть наказания? Гость студии Антонина Ускеева, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры республики. Антонина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Кто чаще совершает такие преступления? Люди с диагнозом алкоголизм, злоупотребляющие алкоголем или выпившие по случаю? Какова статистика? Именно данные преступления больше всего совершаются лицами, которые случайно даже единожды употребили спиртные напитки, потому что, сами понимаете, само состояние опьянения, оно влияет на психосоматику и физиологию человека, и поэтому, конечно, человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, он уже теряет контроль за своим поведением и склонен совершать преступления или подвержен тому, что сам может стать жертвой преступления. И на ответственность сам факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения, оно не является отягчающим обстоятельством, установленной статьей 63 Уголовного кодекса, но судьи по своему внутреннему убеждению по ряду статей могут состояние опьянения оценивать как отягчающее обстоятельство. Но кроме того, по ряду статей, это особенно по преступлениям против в сфере безопасности дорожного движения, данное состояние опьянения является квалифицирующим, то есть отягчающим вину обстоятельства. А возможно ли сказать о структуре алкогольной преступности в процентах? Какие виды преступлений совершаются в таком состоянии? Но самую большую часть данных преступлений, это порядка 400 преступлений из 1830, представлено именно преступлениями против, по фактам нарушения требований безопасности дорожного движения. Это зачастую по фактам повторного управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Другая треть представлена преступлениями против собственности и против личности и здоровья. Но несмотря на то, что в абсолютных цифрах снижение пьяной преступности идет, да, к сожалению, удельный вес он не снижается. И, к сожалению, очень значительное количество, доходит до 70% всех зарегистрированных убийств, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Это если в абсолютных цифрах у нас 34 убийства, 117 фактов тяжкого телесного повреждения, да, все они совершены под пагубным влиянием алкоголя. А какую ответственность несут лица, позволяющие себе управлять автомашиной в состоянии алкогольного опьянения? Очень хороший и актуальный вопрос. Скажу, что с июля этого года законодателем ужесточена уголовная ответственность, в целом ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и административная, и уголовная. И уголовная ответственность в настоящее время за пьяное вождение повторное, да, лицом, лишенным прав, оно предусматривает ответственность от 200 тысяч до 500 тысяч. Да? И нововведением является, что с июля текущего года при назначении наказания будет рассматриваться возможность конфискации автотранспортного средства. Я считаю, что это более действенная мера будет. И, к сожалению, несмотря на то, что достаточно много проводится и разъяснительной работы, и профилактической, да, люди умудряются повторно сесть за руль, будучи привлеченными к административной ответственности, хотя штрафные санкции по административному законодательству, они тоже не маленькие, да, от 30 до 70 тысяч.
И вот статистика говорит о том, что вот в первом полугодии текущего года 400 лиц допустили повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Да? А кроме этого еще есть лица, которые умудряются уже несколько раз, да, повторно, будучи уже имея судимость по 264 прим. 1, да, допустить повторное преступление. И я думаю, что конфискация автотранспортного средства как раз будет действенной мерой. И если в случае повторного управления автотранспортным средством лицом, имеющим судимость за аналогичное, да, преступление, тоже органы прокуратуры будут настаивать на применении предусмотренной данной статьей санкции как лишение права. Санкция предусматривает, а то у нас народ думает, что это та категория преступлений, за которые невозможно, ну, практики нету, именно назначение меры наказания в виде лишения свободы. Но санкция предусматривает, и такие факты повторного управления уже подходу будут ужесточены. А можем ли мы, граждане, как-то влиять на устранение причин и условий преступлений? И какие меры необходимы на уровне органов власти республики и правоохранительных органов? Ну, органами вообще профилактика алкоголизации населения, да, и профилактика пьяной преступности, противодействие распространению контрафактной алкогольной продукции, да, это, конечно, комплекс мер, начиная от информационно-разъяснительной, пропаганда здорового образа жизни, да, чтобы у населения как-то выработать культуру поведения, да, нетерпимости к употреблению алкоголя. А также особые требования предъявляются к полноте реализации контролирующими и правоохранительными органами предоставленных им полномочий по привлечению виновных к административной и уголовной ответственности, аннулированию лицензий. Да? И, конечно, особые требования мы предъявляем именно в целях противодействия алкоголизации, да, изъятию из оборота незаконно реализуемой алкогольной продукции, чтобы требования закона по соблюдению установленных ограничений и запретов были неукоснительно соблюдались. Да? Но, к сожалению, в первом полугодии текущего года только 180, вот представьте, большая какая цифра, да, 186 лиц, физических и индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции. Это их противодействие, когда органами государственной власти у нас в ряде населенных пунктов введены же трезвые зоны, когда алкоголь не продается. Но вот они, такие нерадивые граждане, находят в целях личной выгоды продавать алкоголь, да, выгодных для себя, ну, выгоду ищут. Но это, конечно, пресекается. И я хотела бы тоже предупредить за повторную реализацию алкогольной продукции. Значит, также предусмотрена уголовная ответственность, предусмотрена статьей 171.4 Уголовного кодекса, санкция которой предусмотрена штрафные санкции, начиная от 50 тысяч и выше. Органами государственной власти, я считаю, что достаточно, ну, много правовых механизмов, да, как ограничение, установление запретов по реализации алкогольной продукции. Но, конечно, у нас субъекты предпринимательства зачастую нарушают и эти запреты и ограничения. И много очень торговых точек, которые действуют с нарушением установленных ограничений. И работа ведется по их привлечению к ответственности. И население я призываю по каждому факту, допустим, нарушения там, ночной реализации или работа бутлегеров, да, у нас телефоны, горячие линии и прокуратуры, и правоохранительных органов работают, да, и поэтому не оставаться равнодушными и всегда сигнализировать. И в этом году в одном из районов нами
установлен факт покровительства со стороны правоохранительных органов именно предпринимателей, которые незаконно реализовали алкогольную продукцию. В настоящее время в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело и расследуется, и данные меры будут продолжены. А как влияет наличие опьянения на назначение наказания за совершенное преступление? Как я уже озвучила, сам факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения, оно не является безусловным отягчающим обстоятельством. Да? Однако в ряде статей, как, например, 264, да, это дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека, да, оно влечет более тяжкое преступление, потому что оно уже законодателем введено как квалифицирующий признак. Антонина Николаевна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили и затронули тему. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.